Здравствуйте, мои хорошие! Добро пожаловать на канал Магия Песка. С вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, за то, что вы со мной, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня предлагаю вам такую отсыпку. Кто скоро к вам проявит свои чувства? И какого рода будут эти чувства? Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свой срок. И давайте вместе посмотрим, что покажет и расскажет нам песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, вы же помните, да, что цыпочка у нас общая, и не все не у всех отыграется. Чужого не берите, но и свое, пожалуйста, не упускайте. Так, пожалуй, мы начнем с мужчины. Мужчина такой, знаете, тудым-сюдым, неопределенный, неопределившийся, такой, знаете, собака на сене, то лег, то вскочил. Очень странно себя ведет, я бы даже сказала, подозрительно. Если вы, например, в ситуации, когда две женщины, один мужчина, и он вроде и там, и тут, и такой, знаете, фигура там, фигура тут. В общем, не определившийся, неопределенный, странный, мутный тип. И этот мужчина начнет проявляться к вам, причем проявляться на ножах. То есть это какая-то ревность. Это какие-то прям угрозы, что если ты не моя, да я что-нибудь сделаю, да я сейчас надуюсь и лопну, еще что-нибудь сделаю. Вы будете на нее смотреть и думать, что с тобой? Да? Ты сам не можешь определиться, и мне голову морочишь, а еще мне тут угрожаешь, еще ревнуешь меня. Да? Что за дела? Девчоночки, сдается мне, что вы нащупали его какое-то слабое местечко и больно в него прям стукнули. Этот мужчина действительно вот прям забегает, зашевелится, зачешется. Здесь такую активную деятельность разведет, что вы аж даже немножко испугаетесь. А кто-то прям и задумается, а нужна ли мне такая истеричка? Я сама истеричка, зачем мне еще одна истеричка? Ой, очень странно будет себя вести. На ножах, то есть это ревность, это какие-то упреки, укоры, угрозы. И прям вы во всем виноваты, и вы его вот не любите, и выбрать он не может, потому что вы какая-то букабяка холодная. Да? Будет вести себя, абсолютно неадекватно. А я вам скажу, вы что-то сделали, Может быть, какую-то фотку запостили, может быть, вы с каким-то мужчиной пообщались, либо как-то он увидел, что вы с кем-то общаетесь. Может быть, вы себя вести стали, знаете, вот как правильно, да, то есть себя на первое место ставить. Он вам что-то предлагает, а вы такая, да нет, у меня фитнес в это время, да, я не приду, либо я там с подружкой встречаюсь, я не могу. В общем, будет вокруг вас бегать и вот именно проявляться очень бурно и активно, вот ревновать, угрожать. Он не вам угрожает, он угрожает, что вот я с собой что-нибудь сделаю, если ты там от меня уйдешь, либо если ты меня не захочешь. В общем, чудо, чудить будет направо и налево. Так, дальше. Еще мне показывают какую-то женщину. Давайте так. Мне идет, что она пьяная. Может быть, она под какими-то веществами будет. Да, так тоже иногда бывает. В общем, очень странная. С этой женщиной у вас, тоже как вилки-ножики, да. Скорее всего, вы не дружите, а может быть, даже как антагонистами являетесь. Значит, эта женщина в каком-то измененном сознании, в состоянии измененного сознания, вам начнет говорить очень странные вещи, что, дескать, я тебя уважаю, я тебя ценю, да ты крутая, а я вот ничтожество, да, в общем, говорить вам будут странные вещи, признаваться вам будет
вы, ну, так посмотрите, скажете, да ты пьяная, да, либо тебя чем-то накрыло. Но на самом деле она будет говорить правду. Она будет говорить правду. Она вас действительно уважает. Ну, то, что характер у нее такой мерзкий, ну, так, извините, такое она родилась. А здесь как признание, что вы круче, что вы лучше, что вы пример для подражания. Либо она вас берет за образец, но при этом все равно там какая-то вот между вами, ну, клака происходит. Но она прям совсем, знаете, вот, ну, шатается, лыка не вяжет. Ну, такая будет. В общем, увидите, да, вы увидите, что я вам рассказываю. Дальше, мои хорошие. Мужчина как змея. Мужчина как змея. Мужчина очень хитрый, очень такой, знаете, проворный. Мужчина, который в любую дырку, извините, влезет. Абсолютно любую. Для него это не проблема, скорее для него это образ жизни. Такой, знаете, подхалим. Человек, который не одну попу расцеловал, причем в засос. Человек, он перед всеми так себя ведет. А этот человек будет тоже к вам вот так подхалимичать. Вот так вас засыпать какими-то нереальными трехэтажными комплиментами. Прям будет вас на что-то подговаривать и подбивать. У него план такой: усыпить вашу бдительность, влюбить вас в себя, либо там максимально вам понравится, да, показаться таким ласковым котиком, и что-то у вас попросить. Либо что-то за ваш счет получить. Но просто подлец, подлец. Ой, фу-фу-фу, такие мужчины не должны быть. Да и женщины не должны быть. Никто не должен быть таким. А вот вам, к сожалению, не повезло. Вот такой хитрюга, такой хитрой змеей, ужиком даже. Это не змея, он не ядовитый, он не опасный. Он такой хитрый ужик. Ползет к вам в жизнь, будет сыпать комплиментами, будет улыбаться, в глаза заглядывать, заискивать, что-то ему надо, что-то прям очень-очень сильно хочет. Вот такой вот противный, фу, аж до мурашек. Так, еще мужчина, с кем у вас либо есть отношения, либо были отношения. Бывший, настоящий, да? Вы все разные, понятно, у кого-то бывший, у кого-то настоящий есть. Здесь мужчина будет недоволен. Недоволен он не вами, а скорее как жизнью недоволен. У него какое-то идет стрессовое событие, либо, в принципе, он какую-то депрессию проваливается, да, с каждым днем все больше и глубже. Ведет себя странно, такой, знаете, холодный, надутый, похож на этого обиженного ежика, да, который сидит в углу и громко плачет. При этом иголками повернулся и всех колет. Не трогайте его, девочки, не трогайте. У него нет к вам претензий. Наоборот, вы вот единственное, что его держит, грубо говоря, в нашем мире. Он плачет о том, что он не смог, чего не добился, что у него не получилось. Может быть, на каких-то друзей насмотрелся, да, которые более успешные, удачливые, там, машины, квартиры, загородные дома, а он гол как сокол. Да. И вот он сокрушается о том, что возраст идет, о том, что а что у меня есть, да, что я детям оставлю, а как меня вообще запомнят, чем меня запомнят в этой жизни. Ну, такое состояние, депрессия, стресс, как это называется, да, кризисный момент, вот что у него происходит. На свой счет не берите, помочь, ну а чем вы ему поможете? Это же все от него зависит, да, где-то он филонил, где-то он ленился, где-то он дурака валял, где-то побоялся, да, не взял на себя какую-то ответственность. Ну и вот докатился до жизни такой, вот сидит и плачет, громко-громко, еще и всех колет своими иголками. Вы там, если вместе живете, и дети у вас есть, лучше не трогайте, не подходите, дайте ему проплакаться. Он, конечно, у вас сентиментальный, либо впадет в сентименты, но быстро из них выйдет. Вот. Ну, такой вот он отходчивый, да? Пусть поплачет. Так, у кого парень есть? Не муж, а именно парень, да? То есть вы с ним встречаетесь. И встречаетесь не в интернете, а вот на свидание ходите, да, вот такого плана. Не живете вместе, да, просто парень. Парень, ну парень тут перья будет перед вами начищать, распускать. В такого, знаете, павлинчика превратиться. Будет максимально пытаться на вас произвести впечатление. Максимально. У парня цель вас
покорить, приручить, сделать вас своей не только сердцем, но и телом, и душой. В общем, будет очень стараться, и это все будет такое, знаете, показное, на самом деле, да, показное выступление. Но тем не менее, подарочки я вижу, цветочки я вижу, там, поцелуйчики, признание, страсть, да, страсть. Прям, знаете, будет стараться, чтобы вам было хорошо в первую очередь. В общем, девчонки, вы с ним кайфанете. Он старается не просто так, потому что действительно вы ему очень нравитесь, потому что действительно он хочет, чтобы вы стали его женщиной, чтобы вы полюбили его, чтобы вы открылись ему в конце-то концов. Здесь, конечно, классно, здесь он молодец. Кстати, кому-то парень украшения подарит. Красивое украшение из ценного металла. Это может быть колечко золотое, а может быть платиновое, там, с бриллиантиком, может быть сережечки какие-нибудь хорошенькие, может быть браслетик. Ну, у кого там денежки больше, тот и больше подарит. У кого меньше, ну, уж извиняйте, да, сколько есть, насколько бюджет у него там рассчитан, либо насколько он у него там широкий, да, то и вы получите. Ну, как-то вот проявится по-доброму, романтично, и прям очень будет стараться. Так, еще вижу женщину. Женщина похожа на большую злую ворону. Такую, знаете, немножко жизнью потрепанную, побитую. Там перья повылазили. Да, что-то бок у нее помятый. Либо она как-то косит на один бок. Женщина очень возрастная, но гораздо старше, чем вы. Вы ей не нравитесь. Вы ей не нравитесь, и она вам обязательно об этом скажет. Если сказать в целом, да, ей никто не нравится. Ей все плохие. Все там шлюхи, проститутки, а вот она святая невинность. Хотя, если честно, у этой женщины там и Крым, и Рым, и медные трубы были. Причем во все места и сразу. Да, там прям клейма негде ставить. Возможно, она еще и бывшая какая-то, не знаю, проститутка. Вот. И поэтому она, видите, себя так несет, что, чтобы никто не догадался, да, я вот буду блюстительницей морали. Женщина может прицепиться по поводу вашей одежды, по поводу вашего макияжа, по поводу вашего образа жизни. Она может быть, например, мамой, либо бабушкой вашего парня, либо мужа. Да, вот насчет вас вычитывать, что вы не так борщи варите, что не так гладите, не то делаете, не там стоите, не там, значит, не с того края кровати ложитесь. Ну, в общем, всякую ересь будет нести. Вы на нее внимания не обращаете. Это у нее, во-первых, старческая, да, во-вторых, ну вот она, злая, беззубая, даже не зубастая, беззубая ворона. Побитая, помятая, и несет себя, ну, аки принцесса, аки ясное солнышко. Не обращайте на нее внимания. Она ко всем так относится. Для нее все плохие, только она идеал. Так, еще. Кто у меня работает? Это мужчина красивый такой, в красивом костюме. Красивый у него костюм. Он всегда красиво одевается, от него классно пахнет. У кого есть такой мужчина? Немножко с залысинами. На работе, по работе, может быть, это начальник, может быть, сотрудник, может быть, клиент, который часто заходит. Слушайте, мужчине вы этому очень нравитесь. Нравитесь настолько сильно, что его аж начинает трясти в вашем присутствии. Здесь может случиться какой-то курьез, да, вы, может быть, случайно как-то с ним там близко окажетесь, да, ну, придется, там, в лифте будете ехать, либо вы что-то будете ему там объяснять, помогать, не знаю, продавать. И вот мужчина начнет бледнеть, краснеть, с пятнышками, скорее всего, пойдет, там испарина появится. И вот прям тремор у него такой наступает. Не пугайтесь, девочки, он не больной. Он может быть и больной, да, но любовью к вам. Вы ему очень нравитесь, и он себя не может контролировать. Если вы задавались вопросом, почему мужчина вас избегает, либо ведет себя, ну так, знаете, дистанцию, да, дистанцию соблюдает, но очень нравитесь, скорее всего, вы не свободны, либо он не свободен, да, поэтому, скорее всего, это начало любви, начало влюбленности, и мужчине очень сложно совладать. Вы для него настолько манкая, настолько, вы знаете, прям лакомый кусочек. Вот у него ни с кем такого не было, только с вами. И его это одновременно и манит к вам, а с другой стороны, он этого боится. Ну, мужика накрывает, он контроль над собой теряет, его тело его не слушается.
Представляете, до чего вы его доводите? Ну, в общем, такое, да. Очередное проявление любовной лихорадки, да, вот что вы увидите. Не пугайтесь, он не больной, просто влюбляется, либо влюбленный. Так, еще кто к вам проявит свои чувства? Здесь какая-то женщина для вас что-то готовит. Понятно, что вы разные, у кого-то женщина готовит для вас, не знаю, коктейль, у других отыграется, что она какую-то еду вкусную готовит. Женщина проявляет заботу о вас, да, она о вас заботится, она действительно, вот знаете, там в магазинчик сгоняла, купила что-то вкусненькое, хорошее, там приготовит свеженькое. Может быть, мамочка ваша, да, приготовит вам вкусняшечку. Может быть, подружка ваша там приготовит вам какой-нибудь новый коктейльчик, да, чтобы вас и удивить, и порадовать, и расслабить. Да, вот женщина к вам очень хорошо относится, и она помимо вот дружбы либо материнской любви огромную заботу выказывает в вашу сторону. Это реально забота. Крайне редко так бывает, да, что люди могут заботиться друг о друге. Тут иногда сам о себе не успеваешь позаботиться, а тут другой человек. Цените это очень важно. Так, еще. Какой-то рыбак мне вышел. Рыбак, мужчина-рыбак. Может быть, он в прямом смысле слова рыбак. А может быть, он такой, знаете, ходок по женщинам, да, любит золотых рыбок в свои сети ловить. Девчонки, опять же, вы все разные. У кого в прямом смысле рыбак? Ну, он будет вам какую-то рыбку дарить, он будет вам какие-то подарочки делать. Вы ему нравитесь, но нравитесь не как женщина, а как человек. Да, с левой стороны, вот неожиданно, да, неожиданно, как человек нравитесь, вот как сестра, как мама. Ну, вернее, отношение такое, да, дружеское, теплое. И вот он смотрит на вас, думает, какая хорошая женщина, да, какая милая, какая добрая. Он вами восхищается, но, опять же, восхищается как человеком. Скорее всего, вам какую-то рыбку принесет, подарит, ну, либо какую-то заботу о вас проявит. Так, у кого мужчина не рыбак, а такой, знаете, Дон Жуан, Казанова, который именно на золотых рыбках специализируется, здесь мужчина будет закидывать удочку. Причем этот мужчина будет, скорее всего, бить на жалость. Ну, типа, я такой больной, я такой несчастный, я такой одинокий. Ну, капец. В общем, девочки, будьте настороже. Не станьте еще одной рыбкой в его аквариуме. Вот, поймите, что он охотник. Он рыбак, он охотник, он азартный. И для него вот именно сам процесс. Да, его заводит сам процесс. Он... Даже, знаете, как не от физиологического акта больше получают удовольствие, а именно от процесса ухаживания, либо завоевания женского сердца. Вот как-то у него все сложно. У него, скорее всего, какая-то психологическая проблема, либо комплекс, либо все вместе. И человек абсолютно неудовлетворенный. Вот, и поэтому он Дон Жуан, поэтому он в постоянном этом поиске находится той самой женщиной, с которой у него там все будет хорошо, и он будет всем доволен. Но, опять же, лечиться. Этому мужчине надо лечиться. Лечиться. Вот не получает он удовольствия, скорее всего, от физического соития, поэтому постоянно по чужим кроватям и прыгает, поэтому постоянно женщин и завоевывает. Очень такой сладенький, льстивый, язык аж, знаете, медовый у него, как-то вытащит его и прилипнет к вам. Вот, имейте это в виду, пусть это не тешит ваше самолюбие, это не тот мужчина, да, кем бы можно было там восхититься, гордиться, либо в которого можно было бы влюбиться. Охотник, что скажешь, рыбак-охотник, вот. Так, и еще один очень важный момент. Здесь очень нежное проявление от вашего ребенка. Ребенок, внук, либо ребенок, с кем вы, ну, не знаю, общаетесь, может быть, вы работаете в школе няней, в детсаду работаете. Здесь я вижу ребенка, который повиснет у вас на шее, да, и скажет, что вы самая хорошая, самая прекрасная и самая лучшая в мире. Это будет невероятно, это будет трогательно, это будет до слез, до мурашек, до слез. Очень приятно. И знаете, что дети врать не умеют. То, что говорить, то и есть. Вы действительно самая прекрасная, самая милая и самая любимая на свете. Так оно и есть. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.